Всего несколько строк, но в них целая вселенная о том, кто мы такие. Сегодня мы погружаемся в суру Ат-Тин, одну из коротких, но невероятно глубоких глав Корана. Она о нашем предназначении, о вершинах которых мы можем достичь и, конечно, о пропастях, в которые рискуем упасть. Сура начинается довольно необычно, правда? Не с какого-то утверждения, а с клятвы «клянусь смоковницей и оливой». Зачем? Почему именно эти плоды? Почему Создатель выбирает именно их, чтобы начать такой важный разговор? Как мы скоро увидим, здесь нет ничего случайного. Наш разбор этой суры будет похож на восхождение. Сначала мы разберемся в этих загадочных клятвах и землях пророков. Затем поднимемся на пик нашего потенциала, наилучшего образа. После этого столкнемся с великим парадоксом нашего падения. Но мы не останемся внизу. Мы отыщем путь праведности и закончим наше путешествие у подножия абсолютной справедливости. Итак, начнем с самого начала. С клятв. Знаете, в языке Корана клятвы — это не просто слова. Это такой мощный прием, который говорит: «Внимание, то, что я скажу дальше, невероятно важно». И клятвы в этой суре — отличный тому пример. Так вот, первые два символа — Ат-Тин и Аз-Зайтун. На первый взгляд, все просто — инжир и олива, но в кораническом языке символы редко бывают такими уж простыми. Это своего рода ключ к чему-то гораздо большему. И вот она разгадка. Инжир и олива указывают на конкретный регион, на Шам. Это исторические земли, где сейчас находятся Сирия, Иордания и Палестина. То есть речь не про ботанику, а про священную географию, пропитанную историей откровений. Но Шам — это только первая остановка. Клятвы ведут нас дальше, и карта этих священных мест расширяется, охватывая и другие ключевые точки в духовной истории человечества. Посмотрите, получается целое созвездие священных мест. К Шаму, земле пророков, добавляется гора Синай, где Муса получил Тору, и, конечно же, Мекка, безопасный город. А что их все объединяет? Это все места, где небо, можно сказать, соприкасалось с землей. Места, где человечество получало божественное руководство. Видите, как все складывается? Все эти клятвы — это не просто перечисление красивых мест. Это такое мощное вступление, которое готовит нас к самому главному. Это как барабанная дробь перед объявлением чего-то чрезвычайно важного. И вот оно. После такого мощного вступления звучит центральная мысль, кульминация, ради которой все и затевалось. Вот она, главная ось всей суры. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Только вдумайтесь в эти слова. Это не комплимент. Это декларация невероятной чести и огромного потенциала, который заложен в каждом из нас. Но что именно значит прекраснейший облик? Это не только про физическую красоту или сложность нашего тела. Нет, речь о чем-то гораздо большем, о том высшем даре, который выделяет нас среди всех творений. И этот дар — разум, или по-арабски акль. Это наша способность анализировать, делать выбор между добром и злом, познавать мир. Именно разум — венец нашего творения, ключ к нашему невероятному потенциалу. И вот тут, как только мы достигаем этой вершины понимания, сура делает резкий, почти шокирующий поворот. Сразу после провозглашения нашего величия звучит суровое предупреждение о нашем величайшем риске. И в этом главный парадокс человека. Просто посмотрите на эти два полюса. С одной стороны Ахсани Таквим — наилучшее творение, с другой стороны Асфаля Сафилин — нижайший из низких. Величие и ничтожество. Как вообще возможно такое головокружительное падение? И ответ кроется в том самом даре, в разуме. Падение происходит тогда, когда человек, имея эту удивительную способность к развлечению, сознательно отворачивается от пути веры. Это падение не физическое, а духовное, моральное. Но что самое важное, это падение не является приговором. Сура не оставляет нас в этой точке отчаяния. Совсем наоборот, она тут же указывает на выход, на то самое исключение из этого трагического правила. Спасение находят те, кто опирается на два столпа. Первый — иман, то есть искренняя вера в сердце. И второй — амаль салих, то есть праведные поступки. Это как два крыла, они позволяют удержаться на высоте и не упасть. И это ключевой момент. Одно без другого просто не работает. Вера, которая никак не проявляется в делах, — это просто слова, а поступки без веры лишены своего духовного стержня. Праведные дела — это видимое доказательство того, что у человека в сердце. Так что же это такое, праведное деяние? Ну, это не что-то одно, это целый образ жизни.
Это наша связь с Богом через молитву, наша связь с обществом через помощь нуждающимся. Это и самоконтроль, и постоянное стремление к знаниям. И вот мы подходим к финалу. Весь этот путь, который мы проделали, от клятв до парадокса падения, все это вело нас к одному мощному завершающему утверждению. Божественное правосудие абсолютно. В судный день не будет ни малейшей ошибки, ни малейшей несправедливости. 0. Вот число людей, чьи права будут нарушены. Каждое деяние весом хоть с пылинку будет учтено. И вот теперь вся картина складывается, правда? Клятвы привлекли наше внимание. Описание нашего величия показало нашу ценность. Предупреждение о падении указало на нашу ответственность, а путь праведности дал надежду. И все это для того, чтобы мы осознали, суд будет, и он будет безупречно справедливым. И ссора завершается не точкой, а вопросом. Риторическим вопросом, который проникает в самое сердце и заставляет задуматься. Разве Аллах не является самым справедливым из судей? И этот вопрос остается с нами, как вечное напоминание о нашей ответственности и о неизбежности справедливости.